Гылытыктахмын делибит. Кымды болба пылади. Брошто с таким смаком. Хэбджи буру күнү бугод. До того мне этот вкус понравился. Добрый день, дорогие друзья! Наступила осень, и мы начинаем рубрику «Музей осенних рецептов». Сегодня мы приготовим традиционное якутское блюдо саламат, которое мы сделаем из масла, муки и воды. Для того, чтобы получить масло, мы приехали в Еланку, где хозяйство Соломоновых держит породы якутских коров, и будем доить коровы. Итак, мы как видите, вот хозяйка хозяйства Саргылана сидит, доит корову. Коровы якутские перед вами. Они имеют черно-белый окрас. И давайте немного поговорим с Саргыланой. Сарган, расскажите, с какого года вы держите якутские коровы? С 15-го года нам дали по договору троюдному Министерства сельского хозяйства мы и Хангаласский улус 20 голов якутского скота. Ну, они были телят дали нам. И вот уже в 2020 году у нас почти 70 голов стало. Ну, отличие, да? Ну, холмогорские, они, конечно, молоко дают. У них жирность маленькая, много молока. Ну, зато продукты всякие делать много тоже надо большим хозяйством. Поэтому все холмогорские смотрят. Но они за год 3 тонны самое минимальное. Сена надо им. А моим коровам 1 тонну хватит. Я впервые сижу и даю корову якутской породы. Такие мягкие груди. И она очень спокойная оказывается. Вы как видите, у нее низкие ножки, длинное туловище. И молоко отличается жирностью. 9, иногда доходит до 11%. Ну вот из-за того, что у них молоко было... Они давали в малом количестве. Уже начиная с 1926 года стали привозить сементальские и холмогорские породы. Это же наше традиционное занятие. Скотоводством занимались наши предки. Без мясомолочной продукции и продуктов мы себя не мыслим, конечно же. Только что подоила корову. И посмотрите, цвет немножко отличается. Мы видим, что в этом мы видим жирность. Высокую жирность. Из молока якутской коровы получили сметану. Конечно же, без сепаратора не обошлись. А в старину, оказывается, наливали молоко в чабычах, его ставили в прохладное место на 2-3 дня, и потом поднявшиеся сливки они брали в другую посуду, перелаживали в другую посуду, и таким образом получали сметану. А сейчас нам предстоит сделать из сметаны масло. Мы специальной деревянной мутовкой будем взбивать сметану. Сметана должна тоже после немножко постоять, 2-3 дня должно пройти, сметана должна прокиснуть, и мы интенсивно, энергично должны ее взбивать. Тогда в процессе должна выходить сыворотка жидкая, и мы полученное масло по мере возможности тоже должны спрессовывать и выводить наилучшим образом сыворотку, которая вот остается внутри масла.
Прошло всего лишь 6 часов. Вы поверили? Ну, мы хотим показать поэтапность получения масла. На самом деле, этот очень трудоемкий процесс был времязатратным, могло длиться целый день. Моя бабушка этим очень искусно занималась, и она немножко прерывалась на отдых, потому что влаживалось много сил. И мы, когда она отдыхала, тоже пробовали свои силы в этом деле. И потом под конец дня получалось масло сливочное, такое желтое и с очень вкусным, очень вкусное сливочное масло. А мы специально для съемки купили чураптинское масло. Оно славится, конечно же, своим вкусом. И сейчас мы по совету, вернее по традиционному рецепту, приготовим саламат из масла, из ржаной муки и из воды. Будет называться саламат тептери саламата. По рецепту наших бабушек, которые этот рецепт переняли у своих бабушек, мы должны масло положить в глубокую кастрюлю, в глубокий сосуд. В данном случае у нас алюминиевая кастрюля. Саламат, как мы все знаем, обрядовое блюдо, вкусное, калорийное. Им питались испокон веков. Готовили роженицам, готовили на большие праздники. Роженицам они давали для восстановления сил. И сейчас на каждый праздник подают как аперитив. И этим, оказывается, мы готовим свой желудок для приема пищи. Как вы видите, мы разожгли камелек, нашли сегодня таган, нам повезло. Помните, мы когда делали первый выпуск нашей рубрики, говорили, что на самом деле мы должны готовить свои лепешки на тагане, но удалось нам найти сегодня, и этому мы очень рады. И сейчас мы на таган положим нашу кастрюлю с маслом. Масло сливочное у нас растопилось, поскольку сейчас в наличии нет таких глубоких медных и чугунных мисок. Мы взяли цинковую миску и вот первым делом растопили сливочное масло. Масло должно очень хорошо подогреться, как вы видите. И сейчас мы приготовили по древнему рецепту муку. Это ржаная мука и пшеничная. И при интенсивном помешивании мы добавляем саламат. Наш загустел, как видите, и принял тот самый вид, который должен он принять, поскольку у нас ржаная мука вперемешку с белой пшеничной мукой. Видите, у него такой своеобразный цвет. Таким он должен и быть. И мы помешивание не прекращаем ни на секунду. Настал момент добавки воды. У нас рядом стоит кипяченая, горячая вода. И потихонечку наливаем, опять же, не прекращая помешивание. Видите, какой процесс идет. Саламат должен загустеть. Видите, реакция какая. Специально в другой посуде помешали в воде соль и наливаем, чтобы она равномерно распределилась, нигде не было сгустка соли.
перемешивание. Консистенция получилась густая сметана. Этого мы добавилось. И сейчас попробуем на вкус посол. Нормально. Закрываем крышкой, чтобы изредка будем подглядывать. Масло поверх. Итак, друзья, настал момент. Наше блюдо, обрядовое блюдо саламат. Как видите, готово. Признак того, что саламат готов, мы 100% видим. Масло всплыло все наверх. И сейчас его поставим на стол. Тептери саламат. На любителя излишки масла можем убрать или кушать с таким количеством масла. И перед тем, как попробовать, мы должны допустить до огня. Это святое. Лупутичите, барджамутугар саламаты көрдүрөкпүт, күндүлөкпүт. Темерия. Кормление духа огня – это обязательный ритуал. И таким обрядом мы посылаем информацию во Вселенную. Это святое. Во всех случаях мы должны кормить с большим почитанием, уважением, конечно же. И сейчас я хочу вам рассказать, что таким саламатом кормили людей, отправляющихся на тяжелый труд, будь то отправляющихся рубить лес, первым делом усаживались за круглый стол и кушали такой саламат. Он прибавлял им силы, и они заряженные, бодрые, сильные отправлялись на тяжелый труд, и им было по плечу все. Итак, давайте попробуем. Какой же он? Вкус, конечно, не передаваемый. Наш родной вкус. Я как специалист скажу, очень вкусно. Получилось? Получилось. Особенно хорошо, когда на улице прохладно, а это горячее, надолго за счет того, что на масле сделано, долго с этим остаешься. Она похожа на манную кашу, да? Не похоже на манную кашу. Нет. Ну, в смысле, именно консистенция Ну, по такая. консистенции может, да. Каша и есть каша, конечно. Только суть в том, что... манную кашу не похож. Не, она что-то между манной кашей и еще чем-то. Нет, я с манной вообще не сравниваю. Таакталы тептери халаматтана урук жарысы бурдуктан хелиһини бурдуктан оңхуллары тебилиим боллагына курукчаакы бурдук бар болан курукчаакы бурдугу эбен оңорогун уонна хире охокко оңоро хүддагыраккан коракка дааны улаккан деревинелерге дааны оннар күрөбө хилактерге дааны ахага суот хуак иннейнен плитага оңоролдор ону бу киһи хатырын бартын эдеричче кахалыр яхта олин бу эдеричче төлбөретери музей лехеттере барасаттар бу маннык оңорон туаккан хире хокко гымлыгы хокко атласаттар кахайсылары калын оңороннор жоңу херге кайдан оңорон көддөр хататылар
Onun diyatör oğustar buldum. Bu iş üyesi ületigen nahat tuhalak. Onun oğusunun bulur gıptan tuhalamat diyen ciye tutugar, ciyega kirige, süyene hava kostakka kelbererge, oğunu törötörge bardılar tuttular. Onun da halamattan onun elbaktik siyen. Onlar halamattan oraya verenler, o halamatı ıhaka kelen siyek kinen baran, oba hata vapıt digen hatlıqqa nada. Kız kihe barata jaktar kihe barata halamattan oruqta, haqağına hata naslıqtaq. Jolla horgulaq bulun. Müziğe kırgıttır eder bayıllar kınama çöbeten orbuttar. Hiyeter hiyem kudduk. Onlar tuhum bollağına bidde konkindiren kebesbektin. Manda kırı hekke hurayam ugo iti orguy budu ugo hurayam baran kırı kırıtık eben kutağın otçağına bula barda amtana bir bolartın. Nele lepeskon tiyesteğa kutar kudduk kutağına bula где пусто мечтала такана туа хавал каян мехеллига катайда колу бака халар. Онан тухун тойм барны катабык кыт молодецтер.